Нет жизни без смерти, радости без печали, смеха без слез, дня без ночи. Аалы Токумбаев. В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 521 человека. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова. По ее данным, в Бишкеке 273 случая, в Чуйской области 74, в Аше 38, Орской области 16, Джалалабадской 43, Баткенской 39, Иссыкульской 30, Таласской 81 случай заражения. За весь период по стране COVID-19 обнаружен у 12 498 человек. В Кыргызстане также за сутки от коронавируса вылечились 318. Из стационаров республики выписано 75 человек. Кроме этого, из числа лиц, находящихся на самоизоляции дома, за сутки выздоровели 243 человека. За весь период по стране из стационаров выписано 3735 пациентов. Среди находящихся на самоизоляции выздоровели 1897 человек. Кроме того, за сутки от коронавируса скончались 7 человек. Всего за этот период умерли 167. От пневмонии скончался 41 человек. Всего с марта по республике умерли 612. Говорят, что хиджамы лечатся от пневмонии, а медики якобы одобряют эту методику. Официально заявляю, что хиджама не имеет медицинского подтверждения и не соответствует клиническим протоколам лечения. Поэтому призываю не делать кровопускания. Наоборот, через кровь вы можете заразиться не только COVID-19, но и вирусным гепатитом и заболеваниями ВИЧ, симптомы которых проявятся только через 1, 2 или даже 3 месяца. В адрес Министерства здравоохранения звучит много критики в связи с тем, что в алгоритме лечения зараженных коронавирусной инфекцией или пневмонией не используются лекарственные препараты, такие как ремдесивир. Однако по заявлению главного внештатного фармаколога ведомства в клинические протоколы включаются только препараты с доказанной эффективностью. Отмечается, что данные препараты находятся на стадии изучения, проходят исследования на людях. А в руководствах многих стран прописано, что их применение должно быть только в рамках клинических исследований. Хотелось бы отметить, что у нас Кыргызстан, мы не проводим клинические испытания этих препаратов, потому что у нас нет нормативно-правовых актов для проведения этих испытаний. И, соответственно, данное лечение пока не доказано. И тратить, будем так говорить, деньги, не только пациенты свои, но и государственные деньги на препараты, которые не показали свой эффект, считается нерациональным. Поэтому, кроме этого, данные препараты, они небезопасны. Сам препарат ремдесивир, те публикации, которые на сегодняшний день доступны, они дают такие побочные эффекты, как развитие острой почечной недостаточности. Препарат фавириправир, который также предлагался, выпускается Российской Федерацией. У данного препарата применение приводит к тератогенным эффектам, то есть у женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, а если они беременны и не знали, начинают принимать этот препарат, дети будут рождаться с уродствами и патологиями. Режим работы ночных стационаров, расположенных в Бишкеке, изменен. Теперь горожане могут обращаться за медицинской помощью с 8 вечера до 8 утра. График работы дневных стационаров остается прежним. Кроме того, на базе школы номер 95 в микрорайоне Джал развернут еще один дневной стационар на 37 койко-мест. Готовится еще одна лечебница в жилмассиве Караджигач на 50 койко-мест. Всего в столице работают 13 дневных и 2 ночных стационара. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня навестил семью Адинай Мырзабековой, студентки КГМА имени Ахунбаева, которая скончалась, трудясь медиком-волонтером в одном из стационаров столицы. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства. Глава страны высказал слова соболезнования родителям, родным и близким Адинай, а также прочитал поминальную молитву. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Адинай Мырзабекова является героем нашего времени и останется в памяти соотечественников как отважный доброволец, пожертвовавший жизнью ради здоровья других. Отметим, что накануне президент своим указом посмертно наградил Адинай Мырзабекову медалью Эрдик за добровольный самоотверженный труд и вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Сотрудники УВД АШ, представители местной власти и сотрудники Управления службы по борьбе с наркотиками совместно провели работы по уничтожению дикорастущей конопли. В ходе первого этапа операции «Каракурай» с 8 по 12 июля были обследованы 19 349 гектар земли, в результате которого было уничтожено 7,5 тонн дикорастущей конопли. Кроме того, в ходе оперативных мероприятий вблизи государственной границы, неподалеку от сельской управы Кыргызстан, пограничники совместно с сотрудниками СБНОН МВД по Таласской области обнаружили также посевы дикорастущей конопли. После комиссионного обследования растения общим весом более 1800 килограммов также уничтожено. Центральная избирательная комиссия утвердила образование 42 избирательных участков за рубежом. Еще 2 находятся в процессе согласования. Данное решение было принято на заседании Центризбиркома. Отмечается, что согласно требованиям Конституционного закона о выборах президента Кыргызской республики и депутатов Жогорку Кенеша, избирательные участки будут открыты на территории дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств госорганов по предложению Министерства иностранных дел и по согласованию с государствами аккредитации. Напомним, выборы в парламент назначены на 4 октября, тогда как агитация начинается с 4 сентября. При этом политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты до 20 августа текущего года. Мы утвердили в совокупности 42 участка, и теперь предстоит формирование избирательных комиссий. Поэтому Бишкекская территориальная комиссия обращается к гражданам, которые проживают за рубежом, к общественным организациям, политическим партиям с предложением направить своих представителей в составы избирательных комиссий. Сегодня по предложению рабочей группы Центральной избирательной комиссии по организации участия в голосовании наших граждан за рубежом состоится такая онлайн-встреча с лидерами общественных организаций наших граждан за рубежом. И, конечно, речь пойдет о том, как создать максимально удобные условия для участия наших граждан за рубежом в голосовании. Плательщики страховых взносов могут представлять отчеты по электронной почте. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы. По ее данным, это могут сделать только те, кто ранее представлял отчет в явочном порядке. Такой порядок работы был внедрен для минимизации прямых контактов. Отчет необходимо заполнить посредством электронного калькулятора на сайте ГНС www.sti.gov.kg и направить по электронной почте налогового органа исключительно в формате XML. Плательщики, предоставляющие отчет по страховым взносам посредством ЭЦП через электронных операторов UBR, Достек и другие, представляют его в прежнем режиме. Тем временем Министерство экономики предлагает продлить до 1 октября 2020 года сроки предоставления налоговой отчетности. Документ устанавливает, что индивидуальные предприниматели и организации за отчетные периоды второго квартала этого года или с 1 июня по 31 августа вправе представлять без письменного заявления до 1 октября налоговую отчетность, отчетность посредством государственного социального страхования, отчет по отчислениям на развитие и содержание инфраструктуры местного назначения. Проект постановления инициирован и размещен на сайте правительства страны 10 июля этого года для общественного обсуждения. Сектор туризма – один из направлений, который пандемия коронавируса затронула в большей мере. Из-за ограничения авиасообщения во многих странах туристическим зонам пришлось прекратить свою деятельность на неопределенное время. Кыргызстан не стал исключением. Ежегодно принимающая десятки тысяч гостей из соседних и зарубежных стран Иссык-Кульская область в буквальном смысле осталась без источника дохода. На фоне этого Кыргызстан поставил упор на развитие внутреннего туризма. Однако, как признались в Министерстве культуры, результаты оказались гораздо ниже ожидаемого. По внутреннему туризму на сегодняшний день идет пока очень вяло, но это тоже с пониманием, с тем, что на сегодняшний день маршрутные, транспортные логистика между нашими областями, они тоже закрыты и для общественного транспорта. И пока ездить в туристические места людям не удается в связи с этой ситуацией. Поэтому будем дальше смотреть, как будут развиваться события.
По итогам общереспубликанского тестирования 53 выпускника средних учебных заведений получили золотые сертификаты. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. Больше всего золотых сертификатов у выпускников столичных школ – 28, в Чуйской и Баткенской областях – по 6, и Сыкульской области – 4, в Айше – 3, в Волжской и Таласской областях – по 2, а в Нарынской и Джалалабадской – по 1 сертификату. Наивысший балл 229 получила Нурбек Кызы Акмарал, выпускница средней школы имени Мурзаева. Всего, по данным ведомства, в ОРТ приняли участие 43 245 школьников. Многие жители Карасуйского района Ужской области занимаются фермерским делом. Один из них – Худайберды Салиев. При этом у него есть отличительная черта деятельности, которую невозможно не заметить. Он занимается разведением верблюдов, а их молоко используют для лечения. За 4 года разведения этих животных фермер много узнал об их поведении и образе жизни. Мы решили заниматься разведением верблюдов, потому что наслышан об огромной пользе их молока, которую используют для лечения очень многих видов болезней. Я употребляю его со своей семьей и родственниками и продаю желающим. Ежедневно мои верблюды дают по 3 литра молока трижды в день. Худайберды Салиев купил их в Казахстане. Несмотря на то, что эти верблюды считаются арабской породы, называются они туркменские, так как широко распространены именно в этой стране. Сегодня у фермера есть 18 верблюдов, 4 из которых дойные. В молодости у отца фермера была онкология, и ему советовали пить именно верблюжье молоко. Поэтому фермер начал их разводить. Когда они находятся в арабских странах, молоко не считается лечебным, потому как там нет растений, которые придают им такие свойства, делится фермер. Верблюдам самое главное вовремя давать воду. Еду они сами себе найдут. Но едят они только полезные растения. Люди говорят, что в Кыргызстане молоко верблюдов не так полезно. Но это неправда, потому что наша страна считается родиной лекарственных трав. С точки зрения тибетской медицины, Кыргызстан является 2-й или 3-й страной в мире, где выращиваются лекарственные травы. Верблюжье молоко полезно при гепатите, сахарном диабете, расширении легких и онкологических заболеваниях. Худайберды Салиев попросил у главы Шарского Айлокмыту пастбищных угодий, потому что верблюдам необходимо получать энергию и силу от солнца, будучи на поле. А ложатся они только в сторону запада, потому что в поле ветер дует именно с этого направления. Мерим Кубанычбек Каза, Зиза Нурланова, Новости Ошпери.